Доброе, теплое, калмыцкое и немного сонное утро, друзья! Национальное телевидение Калмыкии начинает свое вещание. С вами Амуланга Джаданова, и я рада приветствовать вас, дорогие зрители, в этот ранний час. Время подтянуться, улыбнуться и встать на зарядку вместе с нашими прекрасными фитнес-тренерами. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Виктория. Я фитнес-инструктор по направлению зумба и хочу провести с вами утреннюю разминку зумбы. Итак, мы с вами начнем сейчас с самого простейшего танца, называется бачата. Итак, дорогие друзья, вам нужно расслабиться, почувствовать, что вы как будто бы на дискотеке. Делаем плавные движения бедрами, при этом ваши ножки должны быть легкие, мягкие. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень легкие шаги. Добавляем ручки. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прыжочек. Оп. Еще. А теперь шаг вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Еще повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. А теперь раз, два, три. Акцент. Так, девчоночки, вы успеваете за мной? Почти? Раз, два, три, четыре. Все заново повторяем. Девчули, вы можете бедра подключать уже? Молодцы! Раз, два, три, четыре. Ножка. Раз, два, три. Прыжок. Я прям чувствую, как у вас получается все. Теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. И, конечно же, не забываем про улыбку. А теперь опять. Раз, два, три. Акцент бедром. Еще. На самом деле бачата очень легкий такой танец. Угу. Раз, два, три, четыре. Вы заметили, все на 8 почетов. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Хоп. Раз, два, три, четыре. Теперь вокруг себя. Нет, на 80 градусов. Что такое? Что такое? Молодцы, девчонки! Доброе утро, дорогие зрители! Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии». Итак, сегодня гости нашей студии. Евгений Бимбеев, главный редактор газеты «Хальмыкын», и Альмина Сангаджиева, заведующая отделом комплектования в Национальной библиотеке имени Амур-Санана. Альмина, Евгений, доброе утро! Здравствуйте! Мой первый вопрос к вам. Вы с 21 по 25 марта вы присутствовали на фестивале, который проходил в рамках программы «Владимир Интернациональный». Расскажите подробнее вообще, что за программа и как Калмыкия связана с этой программой.
К нам в библиотеку обратилась директор Владимирской областной библиотеки для детей и юношества Сдобникова Татьяна Алексеевна с просьбой принять участие в фестивале, который проводится у них 2 раза в год в рамках проекта «Владимир Интернациональный», который посвящен культуре народов России. Так как наша страна многонациональна, многокультурна, многогранна, и в рамках этого проекта они пригласили нас принять участие в этом фестивале, и, естественно, мы не могли отказаться и согласились. То есть Калмыкия принимает участие в этом фестивале впервые или уже повторно? Да, впервые Калмыкия принимает участие, так как 2 раза в год проводится у них фестиваль, посвященный одному из народов. Неделя одному народу, неделя другому народу. То есть весной проводится у них этот фестиваль и осенью. Сам фестиваль, как он проходил, что было интересного на нем, чему посвящен он был? Хочу сказать, что фестиваль он был рассчитан на целую неделю. Мы приняли участие только в первых 2 днях в открытии этого фестиваля. Республика Калмыкия, край лотосов, так они назвали его. Мы приняли в открытии этого фестиваля, и во 2-м дне фестиваля тоже мы представили Калмыкию, рассказали о нашей республике, об истории, о культуре, показали мастер-класс по нашему традиционному быту, ремеслам, рассказали о нашей истории, о калмыцкой традиционной письменности, вообще о калмыцком языке. Представили это для учащихся средних школ и колледжа, которые присутствовали на этом мероприятии. Этот фестиваль он проводится уже с 2013 года под эгидой их губернатора и называется «Владимир Интернациональный». И хочется сказать, что это очень такой хороший такой проект, он объединяющий проект, потому что сами говорят организаторы, что после этих проектов происходит то, что допустим, диаспора начинает объединяться и если, допустим, раньше никто даже не знал, что есть допустим, татары во Владимире живут или казахи и так далее, то сейчас, после того, как проводится этот фестиваль, когда люди узнают, что есть представители их, допустим, национальности, они начинают встречаться, объединяться, проводить какие-то потом мероприятия уже, и создавать свои культурные национальные автономии. То же самое получилось и с представителями нашей республики, из Калмыкии. Оказалось, что там на сегодняшний день обучаются 23 студента в университете, в юридическом университете города Владимир. Помимо этого есть также офицер в запасе, который тоже долгое время проживает, уже с 1997 года проживает в Владимире. Он тоже проводит там большую работу, в том числе и по популяризации Калмыкии, он офицер в запасе, поэтому проводит патриотическую работу и так далее. Он был депутатом горсобрания Кирьянов Валерий Рендженович. Помимо этого мы встретили еще земляков, которые приехали туда по работе, допустим, один врач нам встретился. Поэтому, в принципе, во Владимире есть, можно сказать, уже калмыцкая диаспора, которая, я думаю, и дальше будут объединяться, встречаться, популяризировать нашу республику. Дело в том, что 2 раза в год каждый по одному из народов представляет свою культуру. В этом году выпала честь представить Республике Калмыкия. До нас были Республика Казахстан, казахи, были татары, башкиры, мордвинцы и так далее. Поэтому в течение этих 5 дней была представлена культура Калмыкии, показывали фильмы. Также в рамках этого мероприятия будет поставлен, так сказать, мультфильм. Они совместно тоже с театром работают и делают такой анимационный мультфильм по, допустим, сказкам того или иного народа, неделя которого проходит. И они тоже будут снимать сказку по калмыцким мотивам.
Уже определилась сказка, которую вот Ну, хотите? они сказали, выберут, потом дальше. То есть это со временем. Да, да. Спасибо. А кто был также в составе нашей делегации из республики? Ну, в составе делегации из непосредственной республики были мы с Евгением Владимировичем вдвоем, а уже позже студенты, обучающиеся во Владимире, присоединились к нам, и, естественно, мы вместе посетили открытие фестиваля. Расскажите подробнее об открытии. Вот как начинается сам фестиваль? То есть сразу переходит к мастер-классам или какое-то мероприятие идет? Ну, официальная часть открытия начинается, естественно, со слов непосредственно директора Владимирской областной библиотеки для детей и юношества. Она поприветствовала гостей, поблагодарила за посещение мероприятий, за то, что мы так быстро и с радостью отозвались на их приглашение. Также на мероприятии присутствовали представители казахской диаспоры, так как предыдущий фестиваль был посвящен казахской культуре. Они передали дерево дружбы нашей делегации от Республики Калмыкия. Дерево дружбы, символизирующее все народы нашей страны, на которое непосредственно повязывают ленточку с символикой того или иного народа. И наша студентка Эвелина Валетова, она повязала ленточку на дерево и приняла его. Евгений, может, хотели что-то дополнить? У них традиционное мероприятие, я говорю, мы были уже по счету 20-й народ, который был представлен на этом фестивале. И помимо самих представителей диаспоры, да, присутствовали тоже представитель департамента культуры Владимирской области, непосредственно, который курирует этот проект. Также были представители других общественных организаций, депутат горсобрания тоже присутствовал. И, как уже сказала Альмина, происходит такая символическая передача, да, эстафеты. И мы приняли эстафету у казахской диаспоры, а потом осенью передадим уже молдавской, да, диаспоре, которая будет представлять свой народ в этом фестивале. Хочется отметить большое и такое очень эффектное участие именно студентов наших, которые там обучаются. Да, это представители юридического университета. Они, как уже сказали, Эвелина Валетова, она очень активная в этом плане, да, популяризирует именно калмыцкую культуру, Республику Калмыкия. В прошлом году она стала победителем гран-при конкурса красоты города Владимира. А перед этим, в 2020 году, она участвовала тоже в конкурсе «Мой народ», да, и тоже заняла там гран-при в этом конкурсе. И сейчас она уже является студенткой 4-го курса, тоже вместе со своими сокурсниками, и даже младшие студенты младших курсов, они уже тоже в этот мейнстрим тоже входят. И допустим, там на открытии они показали калмыцкий танец, который сами поставили там, да, обучаясь по YouTube, они выучили калмыцкий танец и продемонстрировали именно его там. Это два парня, это Бадмаев Арлан и Бушаев Александр танцевали, и две девушки, Велина и Айса Ачирова, которые тоже популяризируют нашу республику. Кроме того, в самой этой библиотеке была представлена такая большая выставка, книжная выставка. Да. Хочется отметить, что она была такая очень интересная, и конечно, это надо дать дань еще тому советскому периоду, когда был так называемый такой обмен, да, книгообмен, когда каждый экземпляр, допустим, книги, изданные в калмыцком издательстве, необходимо было отправлять в библиотеки Советского Союза, да, в том числе. И в рамках того книгообмена у них образовалась хорошая такая библиотека именно по калмыцкой тематике. Сами представители библиотеки тоже они отмечали, что мы, когда готовились к этому мероприятию, да, прочитали большое количество литературы, и
узнали много сами о Калмыкии, потому что не каждый день мы читаем, там, допустим, о Калмыкии и так далее. Поэтому в ходе подготовки они сами, потому что в дальнейшие дни они сами уже проводили мероприятия, да, с учениками, с юношами и так далее. Поэтому они уже рассказывали по тем знаниям, которые они сами подчеркнули из тех материалов, из библиотечных фондов, из тех книг, которые у них есть. Вот, поэтому хочется сказать и отметить, что они очень добросовестно и скрупулезно подготовились к этому фестивалю и сами имеют уже большой багаж знаний. Более того, они просмотрели все видеоконтент, да, о Калмыкии и представили хорошие видеоролики, которые наглядно показывают нашу республику во всей красе, особенно сейчас, вот, когда предстоит фестиваль тюльпанов, и мы готовимся к этому большому крупному мероприятию, да, и вот как раз они представили именно Калмыкию весной, заповедник Черной земли и так далее. Было очень приятно смотреть, что они вот в курсе нашей жизни, они знают, да, свой, так сказать, материал и так далее. Слушая вас, я примерно даже, наверное, поняла, что происходило на этом фестивале, как вас встретили. Организация была на высшем уровне, да? Да, конечно, они специально подготовились, они сделали баннеры, они сделали фотографии специальные, да, вот, чтобы показать изюминку нашей республики, они сделали там много было фотографий, да, в том числе, которые вот отражают именно, можно вот по фотографиям, как они сами говорят, чтобы сразу уже было представление, да, о каком крае, да, о ком мы говорим и так далее. И чтобы дети, которые приходят в библиотеку, юноши и так далее, студенты, чтобы они сразу тоже окунались в эту атмосферу. Для наших ребят-земляков, наверное, вообще была большая честь вот продемонстрировать танцы, культуру Калмыкии. И, наверное, благодаря им также процветает наша культура за пределами даже нашей республики. Евгения, Альмина, чем еще запомнился фестиваль? Что было еще такого интересного? Может быть, какие-то интересные факты были связаны с этим фестивалем? Мы, конечно же, оценили саму программу фестиваля. Она была очень тщательно подготовлена. Было видно, как сотрудники библиотеки с интересом и с большим трудом подошли к такому вопросу. Они изучили тщательно нашу культуру, наши обычаи, наши традиции. Сначала это все они изучили сами, а теперь они все это должны передать молодому поколению, детям, рассказать о нашей культуре, о наших достопримечательностях, о наших обычаях. И, конечно, это очень радует, что наша культура будет пропагандироваться, что о ней будут говорить, о ней будут рассказывать не только в Калмыкии, но и далеко за ее пределами. Благодаря таким мероприятиям, кстати, хочу сказать, что многие люди, которые приезжают к нам или вот за пределами спросишь, ты знаешь, где Калмыкия, они уже знают примерно, где мы находимся, и не задают вопроса, что это, что за город и так далее. Спасибо большое за то, что пришли к нам. И мой завершающий вопрос. Такие мероприятия подобного рода будут проходить у нас в Калмыкии? Может быть, что-то запланировало совместное по итогам вот фестиваля? Да, конечно, наша библиотека с радостью будет принимать в дальнейшем участие в мероприятиях, которые в Владимирской области будут посвящены Республике Калмыкия. Мы непосредственно будем, конечно же, принимать участие и с большой радостью. Да, они сказали, что вот, изъявили желание проводить совместные, допустим, если не выезд, а мероприятия, онлайн мероприятия, допустим, между библиотеками и там школами и так далее. Поэтому об этом была договоренность, да, и вот уже даже одно мероприятие уже провела библиотека вот буквально в эти дни. Да, и поэтому эти связи будут, я думаю, только в будущем укрепляться, потому что вот именно как раз этот фестиваль, он стал тем толчком, да, допустим, сближения Владимирской области и вот Республики Калмыкия, скажем, вот, даже на уровне хотя бы библиотек, да, и потом уже можно и дальше развивать эти совместные проекты. Хочется отметить, сам Владимир – это город Золотого кольца, да, и вот он очень древний, и нам организаторы
этого фестиваля, провели экскурсию по городу. Вот, и тоже хотелось бы выразить огромную благодарность им за это, потому что мы познакомились, конечно, с уникальной исторической культурой. Да, это город, который хранит в себе несколько памятников наследия ЮНЕСКО, это памятники XI-XII веков. Было, конечно, очень трепетно и прикоснуться к истории, да, это Владимирского Суздальского заповедника, который мы знаем, просто мы были наслышаны о нем, из истории знаем, да, что это древняя столица Руси, но когда ты сам соприкасаешься с этой историей, вот, когда ты видишь ее воочию, конечно, это намного более ощутимее, наверное, и оставляет заметный, да, след в сознании. И хочется отметить, что город Владимир – это центр туристического, да, один из туристических центров нашей страны, и у нас есть много чему там поучиться, можно у них кое-что взять в этом направлении, потому что туризм в нашей республике, он развивается, да, и поэтому, город Владимир, он уже прям входит, да, в Золотое кольцо, и, конечно, там туристический кластер, он намного шире представлен, очень много там как раз заведений, связанных именно с культурой, с туризмом, туристические точки привлекательности и так далее. Хочется сказать, что как гид сказал, Владимир, там около 4000 объектов у них культуры в самой области есть. Поэтому, конечно, это такой уникальный регион сам по себе. И если в этом плане еще тоже мы будем с ними сотрудничать, то это будет на благо как нам в первую очередь, да, потому что там накоплен большой колоссальный опыт. Да, и его нужно тоже использовать. Я согласна с вами, поездка прям для вас оказалась вдохновляющей. Спасибо большое, на этом, в принципе, мы можем завершить. И, конечно, можете оставить свои самые лучшие, добрые пожелания нашим телезрителям. Всем нашим телезрителям желаем здоровья, благополучия, процветания, встречи весны, чтобы поскорее пришла настоящая теплая весна, скоро в нашей степи расстелятся тюльпаны, да, и к нам тоже поедут туристы, и чтобы всегда у всех было здоровье, благополучие и процветание. Хорошего настроения. А сейчас пришло время самой вкусной части нашего эфира. Да, вы все правильно поняли, речь идет о завтраке. Вы ведь помните, что его нельзя пропускать ни в коем случае. Так что предлагаю приготовить завтрак прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем с вами готовить блинчики. Наверное, каждый готовит у себя дома блины, но сегодня мы будем делать необычную начинку из красной рыбы, красной икры и творожного сыра. Такая будет у нас начинка. Будет просто ням, как говорит моя дочь. Итак, начнем. Сначала мы сделаем блины. Нам понадобятся яйца. Блины будут не сладкие, так как у нас рыбка будет и икра, поэтому сахара добавим 2 чайные ложки сахара, немного соли, все это мы взбиваем. Добавим молока теплого, комнатной температуры. Так, можем уже включить плиту, разогреть сковородку и муки. Не знаю, сколько это будет по граммам, я делаю все интуитивно. То есть она должна быть по консистенции такая, как сметанка жидкая. Немного растительного масла.
Добавлю немного растительного масла в нашу смесь. Так, чтобы блины не прилипали. Ну, обычно я жарю блины так до румяной корочки. Когда они уже такие красивые, желтенькие становятся. Первый блин готов. Вообще блинчики мои дети обожают. И прям дочь говорит, вообще ням, мама. Вообще у меня блинчики ассоциируются с детством, когда по утрам вот просыпаешься и уже пахнет блинами, это прям приходишь на кухню, а мама уже сделала чай калмыцкий, блины. Это дорогого стоит, конечно. Блинчики можно делать с разной начинкой, любой, какую вы захотите. Но мы обожаем рыбу, и я взяла в этот раз форель. Можно брать слабосоленую семгу, вот, кто как любит. Творожный сыр тоже на любой вкус. Главное, чтобы он был не сладким. Добавляем рыбку. Как видите, рыбку мы нарезаем вот такими вот ломтиками, пластами. Добавляем немного красной икры для сочности, для такой яркости вкуса. Так заворачиваем. Есть еще другой вариант сервировки, я могу показать. Так, творожный сыр, слабосоленая форель и немного икры. Можно еще сервировать таким образом. Сделаем ролл и разрежем его на маленькие кусочки. Будет такая закуска. Так, выкладываем нашу рыбку, икры, красота какая. И все это вот так вот сворачиваем. Вот наши блинчики готовы. Питайтесь вкусно, полезно и правильно. Приятного аппетита! Уверена, что это утро выдалось для вас особенно полезным. С вами была Амуланга Джаданова, и я желаю всем хорошего настроения и удачи во всех начинаниях. Пока-пока!